Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Насчет это женитьба это в исламе. Это если жених э, сватает девочку, она должна спросить, что у него есть это, ну, верить в Аллаха. Сначала она должна это проверить, что он настоящий мусульман, не курит, не пьет. Это вот первое это. Второе, что у него поведение было, что исламское поведение. Потом она должна согласиться. Насчет это жениха. А насчет невесты, что он спрашивает, что она красивая, она это, э, если у нее это богатство, тоже за богатство, за красоту, за, как это, наследство. У нее как это по наследству, какие там, если нехорошие, как сказать, по наследству тоже это смотрится. И потом в итоге, в конце, потом религию. А у женщины религия в конце идет, а у мужчины это в начале идет. Почему? Потому что мужчина, он глава семья, это наша религия, ислам. Он будет как это, жену как это контролировать, это обеспечивать, поэтому у него на первом месте стоит религия, что он был религиозный, что он это верил в Аллаха, что он не курил, не пил и не был заражен какое-то заболевание. А девочка, религия идет, стоит в конце. Даже это насчет девушка, если она некрасивая, если у нее мама, папа как это не религиозный, не соблюдающий, если она соблюдающая, он это имеет право жениться на ней, да? Вот. А девочка, это мусульманка, имеет право входить только за мусульманина, который верующий ислам Аллаха. Она не имеет права выходить замуж за неверующий, за не мусульманина. Если не мусульманин, допустим, если хотят жениться на мусульманку, он должен принять ислам, а потом она выходит замуж за него. Потом он имеет право жениться на ней. Если он это тоже, какие там, это идол поклоняющий, или как это, буддизм, тоже он должен принять ислам, а потом она имеет право выходить замуж за него. Потому что он же глава этой семьи. Вот поэтому религия ислам запрещает, что он будет глава семьи, он будет как это командовать семьей. Да. Поэтому обязательно, что он был, вот это что в исламе, даже он мусульманин, он должен был соблюдающий, что не курил, не пил и не был ешь, да? В исламе так это строго, если он мусульман. А если он не мусульман, как еще это? У него тоже требуется тоже так, что он был мусульманин, что у него поведение было мусульманское. Лишнего не требуется от этого неверующего. Только что он был мусульманин тоже он что был, это жил в исламе, поведение тоже мусульманский, не курил, не пил, как жестко говорят, это тещу, мама тещу назвал, и цветы дарил, да? Вот так. Поэтому мусульманин это имеет право жениться на это не мусульманина, при условии, что она тоже принимает ислам. А вот сунниты, да, не сунниты, вот это 4 масхаба, вот это Абу Ханифа, имам Малик, Шафи, Хамбали, мы 4 это масхаба, мы это следуем за Коран Сунна. Кто следует за Коран это Сунна и сунниты, они, девочки, не имеют права выходить замуж за шиита. А суннит он может жениться это на шиите, на любой это неверующий, потому что они в итоге веруют, принимают ислам. А женщина не имеет права выходить замуж за шиитом, за неверующим, до того, что он не станет суннитой и до того, что он не принимает наша религия. Наша религия истинная религия. Наша религия не двухличная, она не говорит, что ты, да, выходи замуж за кого, за неверующий, потом ты не знаешь, как это детей воспитывать потом. Они, дети будут как это, мусульмане или не мусульмане. Вот насчет это очень, как это, об этом тоже думать, что при того, что создать семью, надо как это, быть очень осторожно, что за кого она выходит замуж и на ком он женится. Да. Да, сейчас это, здесь будет это всякие разногласия, знаю, что они сообщения пишут, это тоже, что за религия ислам? Ислам же как это, как это не заставляет, ислам же как это не принуждает, конечно, а семья это другая тема же. Семья это другая, как это ячейка, это наше это общество. Если папа мусульманин, а мама не мусульманка, какие дети потом будут? Вот у меня есть знакомая, у них это папа, это между ислам коммунист. Да, знакомые такие есть, соседи были, да.
Папа это между это ислам и коммунист, а мама это была это, по-моему, кореянка, что ли, если не ошибаюсь. Да, кореянка. А дети вышли непонятно какие. Потом в итоге они свои родители, они как взяли, отправили неизвестно куда. А наша религия очень семья, для нашей семья это очень, это как это серьезно и строго, что они муж и жена, они что были как верующие мусульмане, что дети вышли, воспитали в исламе, что они будущие, как вот моя семья, папа, мама мои были мусульмане верующие. Вот мы воспитали нас, и в итоге потом в старости мы заботились о своих родителях и не отправляли своих родителей в какое-то перестроение в домах. Да, есть. Я не спорю ни с кем, потому что наша религия это не любит спорить. Не спорю, что есть это, кроме не мусульмане тоже, они это за пап, мама тоже смотрят, заботятся. Но очень редко, очень мало кто это. Которые неверующие, они очень как это редко, они как это заботятся от родителей и смотрят за них редко. А как, которые верующие, они больше как это будут думать, ну, о заботе о своих родителях и воспитании правильных детей, что они, ну, смотрите, это сейчас продолжаю, это насчет семья. Почему религия ислам очень внимание обращает на это на молодожены, да, новобрачные, очень это внимание обращает, что он был мусульманин, она тоже была мусульманка. На кого он не женился, что он был мусульманин. За кого бы она не вышла, бы, на что она была это мусульманка, и его муж тоже был мусульманин. Сейчас еще видео продолжение сделай. Почему так? Почему так? Продолжение следует. Это не забывайте, это, пожалуйста, ставить лайк, подписаться, поделиться.